Абхазские национальные танцы являются одной из визитных карточек нашей страны. В республике функционируют несколько профессиональных танцевальных ансамблей, а также хореографических студий. Сегодня я вам расскажу об одной легендарной школе танцев. Я считаю, что тот, который занимается искусством, он не будет никогда плохим человеком, потому что у него душа очищается с помощью искусства. В 2020 году дети Абазы успели порадовать всю страну. На третьей Международной рождественской ассамблее искусств в Измайловском Кремле города Москва дети заняли первое место. Для этой группы 3 класса это была первая поездка в Москву, так далеко. Они маленькие, я боялась, что они не выдержат, но они выдержали, выиграли, и довольны, и дети довольны, и я довольна. И кому поехали на фестиваль, они считают, что мы украсили их на фестивале, очень довольны, и уже сразу же приглашение еще дальше в Грецию. Нам сертификат дали. И мимо этого очень много приглашений с этой организации в другие города и за рубежом тоже. Дети на глазах растут. Буквально ничего, там 2-3 недели прошло, но за 2-3 недели они, когда увидели на сцене коллективы другие и так далее, как они танцуют, лишь бы мы выиграли, лишь бы мы лучше всех станцевали, они вот этот стимул имеют, и мы тоже им это даем азарт, потому что, если вы не станцуете, за кулисами получите по-любому. Вот так я им всегда говорю, ну что правда, то правда. Ну так, ругать там мы их ругаем, естественно, но потом кто-то обижается, кто-то себя гневит, когда иногда даже бывает такое, что они танцуют, если они ошибку совершили, Алхаз Зуравович за кулисами, лишь бы Алхаз Зуравович это не заметил, или Алла Ивановна, или там Виктория Викторовна, Алексей Николаевич, они нас будут ругать. И потом некоторые сами подходят и говорят, мы там ошибку совершили, мы там что-то так не сделали, не доделали, но мы-то это все видим, мы им это говорим, почему, поправляем, чтобы в дальнейшем у них этого не было, таких ошибок и так далее. И они сразу же, как я и говорил, они как губка это все впитывают в себя, и потом они меняются сразу же полностью, наизнанку выворачиваются, и, как вам сказать, прямо на глазах растут. Но они растут, с 5 лет. Вот этот класс, 3 класс на сегодняшний день, который выезжал туда, в Москву, занял первое место и поездку в Грецию, большинство было им, детям по 4-5 лет, когда их привели. Благодаря неиссякаемой энергии Аллы Ивановны каждое выступление ансамбля «Абаза» отличается непревзойденным исполнительным мастерством. Первый концерт мы дали еще в 1994 году в Доме народного творчества в Новом году. Потом уже Владислав Григорьевич, когда гости приезжали, всегда нас представлял вместе с нами, нас выстраивал, встречали гостей, давали концерты. Первый мы встречали венгров с концертом, с абхазским танцем и с венгерским танцем, хотя костюмов не было на венгерском, но мы какие-то элементы нашли, прицепили, и родители очень помогали тоже. Я вам могу сказать так, нужно просто любить свою работу, любить детей, и тогда все получится, тогда все будет как надо. Я очень люблю детей, люблю свою работу. Для меня каждый поход на работу как на праздник. Иногда, конечно, бывает, что срываемся, уже ничего не хотим, все, конец, но потом откуда-то находятся силы, и мы заново приходим, и все начинаем сначала. О высоком уровне подготовки танцоров говорят многочисленные победы коллектива, награды на российских и международных конкурсах. Хочется отметить, что именно здесь, в Абазе, огромное трудолюбие, стремление к новым вершинам с первой же репетиции. А самое главное – невероятная дисциплина.
Без дисциплины ничего не получится ни в какой области. Само собой дисциплина. И за то, чтобы дети более дисциплинированные и легче было заниматься, мы берем их с 6-5 лет, потому что после садика, они в садике привыкли к режиму, и сразу попадают к нам, и у нас уже они чувствуют себя тоже в режиме. А когда со школы, там более распущено, и со школы более дисциплину создавать нам тяжелее, но все равно мы свою дисциплину держим, потому что без дисциплины не получится результата. Но, само собой, зависит от родителей, от воспитания. Мы тоже стараемся их воспитать, добавить к воспитанию родителей. Мы тоже даем здесь мимо танцев еще, как себя вести, как со взрослыми, как девочка с мальчиками друг к другу должны относиться. В принципе, они растут как одна семья, вместе растут. Мы всегда подчеркиваем, что вы вместе растете, вы одна семья. И так получается, что все выпускники, они до сих пор близкие друзья, общаются. Даже есть группы, которые родители, как родственники, близкие друзья, общаются и до сих пор благодарят, что у них такие друзья, благодаря этому коллективу. И мы, начиная с первого выпуска, это 96-го года первый выпуск, все общаемся до сих пор. Я считаю, что это плюс к воспитанию, и ни один человек, который отсюда вышел, не стал плохим человеком. Я могу похвастаться. Все образованные, все хорошие люди, все удачливые. Мы с детства в них вкладываем в детей нашу культуру в первую очередь и еще дисциплину. Там, любой родитель, он своего ребенка пригладит, там, чтобы ребенок не расстраивался и так далее. А у нас было более строго. Даже иногда бывают, даже родители говорят, сейчас мы позвоним там, Алхасу Зурабовичу или Цале Ивановне или Виктории Викторовне, не скажем. Они сразу начинают делать то, что вот, Алексею Николаевичу, да, я вам так прямо скажу, они все его боятся, с мала до велика. Потому что, как-никак, ты Хабуб, он постарше намного, и один его взгляд много чувствует. Даже иногда я порой боюсь, когда он на нас смотрит, потому что у нас заложилось это с детства. Вот, когда Алексей Николаевич в класс заходил, у нас когда муха летала, было слышно. Цале Иван, она свойская, чуть-чуть иногда давала нам расслабиться там, и так далее, но все равно дисциплина у нас на высшем уровне, и мы делаем так, чтобы дети в дальнейшем, как мы им показываем, если они от нас это принимают, чтобы они дальше продолжали показывать своим детям. Дисциплина прежде всего. Без дисциплины не получится никогда нормальной репетиции. Да и вообще по жизни дисциплина нужна всем детям обязательно. Они должны привыкать к этому с раннего возраста, с 4 лет, как нам приводят, мы сразу же устанавливаем какие-то грани, что нужно элементарно форму, всегда ходить в форме, всегда должна быть прическа у девочек собранная. Знаменитый ансамбль «Абаза» был создан в тяжелое для Абхазии время. Сформированный в 1993 году в Пицунде, он по сей день продолжает свою деятельность. За 25 лет государственный детский хореографический ансамбль «Абаза» прочно занял свое место в культурной жизни Республики Абхазия. Я начинала его не как коллектив, создание коллектива, потому что я уже работала много лет в культпросветном училище. Но, конечно, детский коллектив еще до войны, классическая группа была у меня во Дворце профсоюзов. Но я не собиралась создавать ничего, хотя я очень любила заниматься с детьми. Просто получилось так, что мы пока находились в Пицунде из-за войны, просто я занимала детей, потому что у меня у самих были маленькие дети, и другие родители тоже старались где-то что-то достать. Я их детей смотрела, просто собирала. Мы соседи, все родственники, знакомые, все вместе были. Потом, когда война закончилась, я приехала, еще работы не было. Коллектив, так дети-то разошлись, все. Я выкручивалась, как и все. Что-то таскала, что-то продавала, что-то вот так. Вот когда увидели, что я ничего такого не умею, те родители, которые там были, они говорят, дети на улице остались, школы еще закрыты, некуда ходить.
занимайся детьми, говорит, мы тебя продуктами сами обеспечим. Ну, так вот и решили первую группу так вот собрать. Это было во второй школе, вот на почте. А нам там вот уступили зал, и мы там начали заниматься. Сперва было 20 человек, потом уже подтянулись. В Кульпросвет, когда уже открыли, туда перешли, но там и места не хватило, мешали. И нам дали зал в рыбколхозе. В рыбколхоз, когда мы пошли, далековато, транспорта не было. Пешком ходили, в снег и в слякоть. Родители ходили с детьми из турбазы, с нового района, вообще далеко. Все вот приводили своих первых детей. И когда уже с Сухумприбора дети тоже ходили. Когда увидели, что далеко ходить, и там с удовольствием нам и костюмы, и инструменты, начиная с обогревателей, все нам дал там их директор. Но далековато было. Потом Сухумприбор перевел нас в это здание, где мы сейчас находимся. Большое им спасибо и там, и здесь, кто нам помогал. Каждый танец ансамбля «Абаза» – это единство в хореографиях, костюмы и музыке, актерское мастерство, улыбка исполнителей, желание жить с танцем, создание ярких танцевальных образов, особая пластика, присущая данному коллективу. Потрясающие костюмы, которые продуманы до мелочей, заставляют бережно относиться к национальным традициям. Конечно, вот это раз они понимают, с пониманием относятся, что это для нас ценно, наш флаг, наши обычаи, наш костюм, наши все абхазское. Это должно быть с детства вложено. Что у нас вот сейчас на фестивале жюри говорила, говорит, вы молодцы, такие маленькие, вы, говорит, впитываете свою, говорит, обычаи, национальности, говорит, характер, говорит, прямо с детства, говорит, прям горжусь, говорит, за вас, говорит, за то, что вы своих абхазцев воспитываете в абхазском духе. Для меня это, конечно, очень большая оценка была. Мы несем свою культуру, мы должны показывать именно свою культуру, когда мы выезжаем за границу. Это очень важно, я считаю, потому что как мы должны сохранять это все. А то это очень легко потерять. Уже как бы это теряется постепенно. Хочется это все сохранить, и язык, и культуру, конечно, нашу. Все это надо сохранять. На глазах вот ты видишь, что младшее поколение в таком возрасте уже начинают там относиться так серьезно к своему флагу и к своей культуре, тогда душа радуется и Государственный хореографический коллектив «Абаза» посетил сотни стран и городов, у ансамбля множество наград. Ребята под абхазским флагом выступали на международном конкурсе «Village» во Франции. Первая поездка Владислав Григорьевич нам помог. Мы поехали, первая поездка за рубежом, я имею в виду вне России, в Париж. У нас был круиз, Польша, Германия, Франция, обратно в Чехию заехали еще, и везде. Фестиваль-то он сам был в Париже, в Диснейленде. Мы выиграли главный приз Микки Мауса, большую куклу тащили сюда. А для нас это было нечто. Когда мы приехали, это была зима, я испугалась за детей, думаю, простудятся. Открытая сцена только с крыши. Но там у них другие условия. Я когда начала возмущаться, говорю, дети простудятся, они говорят, поднимитесь на сцену. Я поднялась, и там уже жарко, с потолка и с пола уже подогревы были. Но мы выступили там лучше всех. Очень много коллективов было с России, из Татарстана тоже. Но не ожидали, что мы так выступим. Как-то организатор сказала, зачем вам большую программу, все равно вас татары побьют. А я сперва в прямом смысле говорю, как это побьют? А потом уже, когда мы выступили, она говорит, да, вы сильны. Ну, для нас это было, и то все танцы у нас сопровождались с флагом, с абхазским флагом, и объявляла, что мы город Сухум-Абхазия. Ну и так и продолжалось. Мимо этого еще мы поехали. При богавшие Сергея Васильевича 2 раза поехали.
То же самое. Ну, последний раз мы, когда ездили, фестиваль был в Польше, в Париж, круизом, и там тоже уже на площадке выступили. В Польше нас подкосили чуть-чуть. Мы, когда приехали, я смотрю, у нас нет в списке, там Джорджи написано, и все на польском. Потом, который нас повез туда, я говорю, почему мы не записывались? Мы говорим, мы не Джорджи, мы Абхазия. И говорит, я говорю, когда мы выступаем? Завтра. Ну хорошо, завтра. Я сегодня думаю, пойду посмотрю концертную площадку. Я прихожу, идет репетиция. Я спрашиваю, можно мы порепетируем? Она говорит, да, сейчас ваше время, через полчаса уже начинается конкурс. Если я не пришла бы, они за то, что Абхазия, они нас не собирались выпускать. Мы бегом, мы недалеко там жили, взяли свои костюмы, на ходу оделись, только выбежали за кулисы, нас объявляют. И прямо сходу бегом на сцену вышли. И вдруг я знаю, что только жюри сидит, как на конкурсе зрителя нету. И вдруг хлопки слышу. Я думаю, неужели наши родители пробились туда, там сидят? И второй танец хлопки, третий танец хлопки. А потом смотрю, одни жюри стоя хлопают. Еще и говорят этому организатору, где вы такой коллектив взяли? В общем, там еще шествие, открытие фестиваля, ключ вручает мэр города. Вы, говорит, что хотите, оденьте. Маечки у нас с обозой были. В конце нас включили, идем, и вдруг прибегает организатор, говорит, вы в костюмах, вы считаете самый лучший коллектив, вам вручают ключ. Вы должны танцевать. Это для нас было так, с гордостью. Мы несли свой флаг. В общем, нам вручили ключ. Затем уже гала-концерт. Там участников было больше 2000 участников. Но гала-концерт, часовая программа, только самых-самых включали. И в конце закрывал тот, который выиграл гран-при. И мы по репетиции, получается, последний выступаем. И все уже руководители, вы заслужили, никто не с обидой, вот так вот. Все знали, что мы выиграли гран-при. И вдруг начинается вручение, и нас объявляют второе место. И наша вот елочка здесь у меня стоит, золотое, перекрашено в серебро. Значит, я говорю, она подходит, говорит, извиняюсь, говорит, мы вас обидели, но, говорит, Грузия не обидится, посольство, если вам дадим гран-при. И я говорю, спасибо, что дали хоть второе, потому что там многие ничего не получили. Но все знали, что мы выиграли. Таких моментов у нас много было, всегда боролись, никогда не выступали под чужим именем, мы всегда выступали как Абхазия, как город Сухум. Такое у нас было еще в Самсуне, в Турции. Мы выиграли, и в конце концов, за то, что там и грузины были, им ничего не дали, и нам ничего не дали. И в конце концов, который выиграл, должен был выступать на следующий день в другом фестивале, так принято у них. И вдруг приходят, вы должны выступать. Я говорю, кто выиграл, пускай идет, выступает. Нет, говорит, вы выиграли, но это политика. В общем, так мы и выступали, потом оттуда нас еще в другой фестиваль позвали, и там тоже выступали, там уже мы гран-при взяли. В общем, по Турции, конечно, мы рекламировали, начиная с Трабзона. Абхазцы, как узнавали, что мы приехали, они нас забирали, и в каждом городе, в каждой селе, где абхазцы живут, везде выступали до Анкары и обратно. Нас не выпускали там месяц, если мы туда попадаем, особенно на каникулы. И само собой агитировали. Я считаю, что половина, кто сюда приехал, тоже наша агитация, капелька там вложена. Помимо того, что в школе преподают танцы, здесь еще и занимаются вокалом. Создание хора, я вам хочу сказать, это желание Владислава Григорьевича было. Первый хор, который я организовала. Петь почему-то никто не хотел. А я видела, что наши дети умеют петь. И я тогда уговорила Лёва Смыр, наш друг, а он говорит, с детьми сложно заниматься. Но я знала, что в советское время он занимался с детьми, и я считала, что он умеет хорошо работать.
Родители тоже не хотели. Я под предлогом, что я их танцевать не пущу, если петь не будут, вот так я создала первый хор мальчиков, которые объездили, занимали, победили в «Утренней звезде», тогдашний конкурс был на высшем уровне. Также в Америку съездили, во всем мире уже знали это хор мальчиков. Они выросли, у них там изменение голоса, имитация. Потом Леву позвали в другое место работать. Так, сейчас у нас работает Диана Шамба. Она очень профессиональный педагог, хорошо ставит голоса. И дети с удовольствием поют. Я хор не бросила после того, что Лев Самур от нас ушел. Но все равно занимался там на Даргварче. Это все равно у нас поющие. Я считаю, что песня очищает душу. Крылья вырастают с танцами, как орел порхать. А это все как-то стержень нашего духа абхазского. В тяжелые послевоенные годы, когда стоял вопрос о существовании школы и ансамбля, судьбоносное решение вынес первый президент Владислав Ардзамба. Первая наша поездка была в 1996 году в Москву, в Раменск. Нас не выпускали, но Владислав Григорьевич, царство ему небесное, он сделал, чтобы мы выехали. Еще мы уже с вокзала звоню, что мы уже едем. А я же не знаю, что объявлять по телевизору. Оттуда звонят: ой, мы думали, вы не можете приехать. Здесь объявляют, говорит, по центральному телевидению, что маленьких сепаратистов не выпускают на конкурс. Я говорю, выпустили. Мы сутки там стояли, чтобы нас выпустили. В 93-м году как-то группа была, а в 94-м уже как ансамбль. Но официально коллектив оформлен как частная школа. Это было в 95-м году. С 95-го года мы официальная школа танца. И в 2003 году Владислав Григорьевич там дал уже звание государственность концертной группе. Некоторые путают школа танца и государственный коллектив. Дело в том, что школа у нас 5-летное обучение. И в то время тоже так было до 2003 года. Владислав Григорьевич просто сделал это, чтобы нам помочь выездом. Во-первых, мы представляли везде с абхазским флагом нашу республику, рекламировали. И он дал концертной группе, старшей группе, государственности. И сказав, что школе не мешайте, пускай остается частным. И получается, что две организации в одном месте. То есть я директор школы танца и художественный руководитель государственного ансамбля «Абаза». «Абаза» — это не просто школа, это семья, которая объединяет всех детей и их родителей. Абаза — это мой второй дом. Я всегда говорил и говорю, у меня две мамы, одна родная, другая двоюродная. Это двоюродная Цала Ивановна, естественно, потому что я вырос здесь. Но то же самое, что мои родители, также для меня Цала Ивановна, Алексей Николаевич, это мои родители. Они тоже меня также с 6 лет вырастили, воспитывали. И до сих пор, вот на протяжении стольких лет они меня воспитывают, и вместе мы проживаем каждый день. В школе «Абаза» больше 200 детей, и это не предел. У руководства грандиозные планы. Возможно, в ближайшем будущем наш флаг поднимут за пределами нашей республики. С вами была Рената Шакаева.